В эфире программа «Актуальное интервью». С вами Марфирина Алексеева. Здравствуйте. Конституция Российской Федерации предусматривает возможность внесения поправок. Основной закон предусматривает также возможность пересмотра его положений. О внесении изменений в Конституцию Республики мы сегодня и поговорим. Наш гость в студии Афанасий Владимиров, заместитель председателя, председатель Комитета по государственному строительству и законодательству Госсобрания Республики Саха. Афанасий Семенович, здравствуйте. Доброе утро. Почему возникла необходимость внесения изменений в Конституцию Республики? Конституция Республики, как основной закон, конечно, регулирует основные аспекты нашей жизни, да? Взаимоотношения органов исполнения власти, права и свобод наших граждан. Но, тем не менее, в процессе нашей жизни, конечно, возникает актуальность внесения тех или иных изменений. На основе чего эти изменения возникают? Конечно же, некоторые позиции могут приходить в противоречие с нашими федеральными нормами, или Конституцией Российской Федерации, или теми законами, которые принимаются на федеральном уровне. Эти противоречия, конечно же, могут создавать определенные трудности во взаимодействии органов исполнительной власти и также мешать, как говорится, реализации прав и свобод граждан. Поэтому и в соответствии с этим вносятся изменения. Это раз. Второе, конечно же, с 1992 года, как мы приняли Конституцию, в нее тоже вносились изменения, и не раз, это 11 раз вносились изменения, более 40 изменений внесены, и все изменения подвергаются достаточно широкому обсуждению. Сразу так или иначе не принимаются изменения, они обсуждаются на уровне Конституционной комиссии, на уровне публичных слушаний, на уровне тех или иных экспертных площадок. Вот. Поэтому сегодня есть у нас основания, чтобы вносить изменения. Это, во-первых, мы в 2021 году, Российская Федерация приняла закон за номером ФЗ-414 об общих принципах организации публичной власти в субъектах Российской Федерации, а также вот весной этого года был принят закон за номером ФЗ-33 об общих принципах организации местного самоуправления в системе единой публичной власти. А вот какова процедура принятия закона, да, конституционного, и как появляется такая инициатива? Во-первых, изменения, внесения в Конституцию и дополнения, они регулируются конституционным законом. Есть специальный закон, который называется также о внесении изменений в Конституцию, основной закон Республики Саха-Якутия. Субъектами права, то есть те, кто имеет право вносить изменения, это глава республики и депутаты Государственного собрания ЛТМН. Вот. Но прежде чем вносить эти изменения, как я говорил, широкое обсуждение проходит. В первую очередь это обсуждение в Конституционной комиссии. Конституционную комиссию республики возглавляет глава республики. Туда входят представители органов исполнительной власти, представители политических партий, которые входят в Государственное собрание ЛТМН, научное сообщество. По каждой позиции создается экспертная научная группа, которая изучает все те изменения, дополнения, которые вносятся, и соответствующие выносят заключение. После этого субъект законодательной инициативы вносит в Государственное собрание ЛТМН. Государственное собрание ЛТМН проводит широкое обсуждение. Вы были свидетелем, наверное, когда у нас было очень такое широкое обсуждение в рамках публичных слушаний. Да, многие граждане в этом участвовали. И не только в свете изменений нашей Конституции, но и другие проблемы нашего общества как раз граждане высказывали на этих публичных слушаниях. Но думаю, что одна из основных таких позиций, то, что власть, какая бы ни была, органы исполнительной власти, законодательной власти, местного самоуправления должны открыто обсуждать те или иные вопросы и проблемы с населением. Вот. Ну и, конечно же, обязательно публикация в средствах массовой информации, то, что мы и делали, ну и обсуждение уже в Государственном собрании ЛТМН, на заседании Государственного собрания ЛТМН. Конституционный закон о внесении изменений в Конституцию, он принимается не простым большинством голосов, а 2/3 от общего числа депутатов. То есть у нас сегодня 70 депутатов,
да, 35 по партийным спискам, 35 по одномандатным. Соответствующие, значит, 2/3 голосов не менее должно проголосовать. Это, ну, порядка 48 депутатов должно проголосовать, чтобы этот закон был принят. Вот. Поэтому вот такая вот процедура. Ну и перейдем, наверное, к разъяснениям. Да? Вот хотелось бы простым языком, понятным языком для населения узнать, что именно изменится в положении об образовании согласно изменениям 22 статьи Конституции Республики. Да, эти изменения в обществе вызывают достаточно большую дискуссию. У нас в действующей Конституции есть позиция, когда мы гарантируем обязательность общего среднего образования. Да? У нас есть там позиции внешкольного образования, есть позиции начальное среднее образование. Вот. Ну и, конечно же, обязательность среднего образования. Вот эти вот позиции несколько в обществе обсуждаются. Но в соответствии с нашей Конституцией Российской Федерации, да, и в соответствии с законодательством Российской Федерации на основе вот закона об образовании, конечно же, у нас есть определенные ступени образования. Да? Вот, дошкольное образование, начальное образование, основное среднее образование, общее среднее образование, среднее профессиональное образование и высшее образование. То есть здесь у нас в действующие выпадают уже не те ступени, которые не существуют. Это внешкольное образование, раз, и второе – начальное профессиональное образование. То есть эти позиции мы как раз предлагаем исключить из нашей Конституции. Второе – обязательность общего среднего образования. Да? Здесь мы тоже очень много дискутируем, но сегодня мы предлагаем гарантировать обязательность основного образования. То есть 9 классов граждане наши в соответствии с Конституцией Российской Федерации. Обязательность это подразумевает то, что и родители, и сам учащийся эту ступень обязательно должны пройти. Дальше возникает определенный выбор, по какому пути обучаться. Это может сделать и как родитель, да, выбирать. Ну и, соответственно, мы в 14 лет уже получаем паспорт и имеем право идти получать среднее специальное образование, которое у нас является следующей ступенью. Значит, здесь мы идем ли в противоречие с Конституцией Российской Федерации, когда, если мы говорим об обязательности общего среднего образования, тогда я, как, допустим, закончив 9 класс, нарушаю Конституцию. То есть здесь мы приводим соответствие, но в то же время у нас всегда была гарантия того, что граждане получают у нас дошкольное образование, начальное среднее образование, основное общее образование, среднее общее образование, среднее специальное профессиональное образование и высшее образование на конкурсной основе. Вот эти вот позиции у нас сохраняются. И, наверное, то, что сейчас иногда дискуссии возникает о том, что вот сегодня будет общего среднего образования, я думаю, они неуместны. Каждый гражданин, каждый ребенок, он, как говорится, имеет возможность обучаться в наших школах 10-11 класс. То есть о платности или о том, что какое-то закрытие или еще что-то будет, здесь изменения эти не предполагают, и даже основы это не будет. Также широко волнующий обсуждаемый вопрос, какие полномочия получит лицо, временно исполняющее обязанности главы республики, назначенное президентом Российской Федерации. Сегодня есть позиции, когда вот в федеральном законодательстве сказано об этом, да, что временно исполняющий обязанности субъекта, да, главы субъекта, назначенный президентом Российской Федерации. У нас есть в Конституции понятие, когда временно исполняющий обязанности по объективным причинам или в период болезни или еще кто-то исполняет председатель правительства. Да? Это он выполняет текущую работу с соответствующим руководством тех или иных наших органов исполнительной власти и так далее. Федеральный же закон, вот, который гласит о том, что временно исполняющий обязанности главы, назначенный президентом, только в 2 случаях вот, ему не вправе распускать законодательный орган, то есть в нашем
примере это Государственное собрание Елтумен, и вносить изменения в Конституцию. Но это действует на период его до вступления в должность. Ну, это обычно у нас до полугода. Вот. Вот эта вот позиция. И еще одна позиция, которая тоже иногда у нас несколько по-другому воспринимается, это части того, что у нас общественные организации, органы исполнительной власти в действующей Конституции прописаны. То есть глава может организовывать взаимодействие органов исполнительной власти там, и так далее, и общественных организаций. Как я говорил о том, что мы приняли, принят в 2021 году федеральный закон об общих принципах организации публичной власти в субъектах, в соответствии с этим у нас говорится о том, что общественная организация это не входит в систему единой публичной власти. Поэтому, но тем не менее глава организует взаимодействие всех органов исполнительной власти, органов МСУ и так далее. А какими новыми полномочиями наделяется глава республики в результате принятых изменений? И вот планируется ли усиление контроля над использованием фонда драгоценных металлов, да, и драгкамней? Также какие меры будут приняты для повышения прозрачности? Здесь на основании федерального закона о драгоценных металлах и драгоценных камнях говорится о том, что мы можем создавать свои фонды. И мы приняли в 2023 году свой закон о драгоценных металлах и драгоценных камнях, которым наделили главу республики о том, чтобы из фонда реализация этих средств могла производиться как на внутреннем и на внешнем рынке. Тем не менее, в этом же законе у нас указано, что это не единоличное решение главы, потому что реализация из госфонда на основе положения. В этом положении все прописано. И как взаимодействует глава, как правительство при реализации тех или иных материальных ценностей. И средства от продажи материальных ценностей, они поступают в государственный бюджет и реализуются на нужды республики. Государственное собрание Елтумен в нашей Конституции наделено конституционными полномочиями о контроле за реализацией вот этого средств из государственного фонда. То есть здесь у нас и контроль, и взаимодействие, все прописано. То есть это не наделяется глава, но это не единоличное его мнение. А какой новый порядок формирования органов местного самоуправления предусмотрен изменениями Конституции? В Конституции нет такого понятия, чтобы формировать органы самоуправления. В Конституции прописываются именно права граждан на прямое волеизъявление и выражение через наши органы местного самоуправления. Прямое волеизъявление – это выборы, это референдум, это сельский исход. То есть Конституция не предполагает лишить прав, избирательных прав и быть избранными гражданами. Ну что ж, Афанасий Семенович, спасибо, что вы уделили время и ответили на такие важные вопросы. Спасибо. Это была программа «Актуальное интервью». До встречи в эфире.